Зажигательные лезгинки в исполнении джигита и юной горянки открывается второй день состязаний чемпионата World Skills Russia в аграрном техникуме. Площадку для конкурсантов подготовили в кабинете анатомии и физиологии животных. Студенты показывают свои навыки в разных заданиях. К примеру, Леме Кориговой сейчас предстоит провести исследование и выявить количество нитратов в продуктах растительного происхождения. Поначалу может показаться, что девушка маринует овощи, а затем нарезает салат. На самом же деле это часть экспертизы. Через 40 минут результаты готовы. Я только что провела исследование, и во всех продуктах, которые были предоставлены, количество нитратов не превышало норму. Рамзан Калоев сейчас работает над выявлением вируса у птиц. Для проведения экспертизы ему представили колбы с пробами анализов. За выполнением задания пристально следит комиссия. Через десятки минут заключение готово. Я провел серологическое исследование на ИФА. И в результате этого исследования микроорганизмов обнаружено не было. То есть кровь животного без микроорганизмов. Животное здоровое. Надо отметить, что реакции ИФА у нас, в общем-то, в республике пока и лаборатории не ставят. Поэтому вот этот вот чемпионат, он такой опережающий. Мы уже на будущее готовим для наших работодателей, специалистов, которые уже умеют то, что они только будут вводить. Чем дальше, тем задание сложнее. Девушке предстоит продемонстрировать навыки клинического осмотра крупного и мелкого домашнего скота. Здесь нет понятия «не буду», «я боюсь». Работа ветеринара заключается в том, чтобы оказать всю необходимую помощь животному. Теленок Джонни немного нервничает на приеме у ветеринара. Впрочем, как и любой пациент у врача. Рита Заурова это понимает и осматривает очень осторожно, стараясь не напугать. Проводит диагностическое обследование и заполняет историю болезни. Проверили поверхностные повреждения, если какой у него кожный покров, есть ли выпадение. Как мы видим, корова у нас характером, немного с выпадением из-за смены сезона. Вот. В целостности нормальное состояние. Также обследовали петуха. У петуха отличное состояние. Выполняя задание, важно учитывать множество критериев. В каждом испытании можно набрать от 5 до 15 баллов. В зависимости от сложности задания выделяется от 30 до 100 минут времени. За выполнением следит эксперт из Краснодара. На данном чемпионате у нас 6 конкурсов разных, но проходят все дети как бы одинаково, просто в разные дни. Волнуются, конечно, переживают, потому что волнительное для них событие. Вот, но видно, что готовились, старались. Но такая профессия ветеринария, что в ней нет совершенства. Потом даже опытные специалисты постоянно узнают что-то новое и развиваются. То есть такая профессия, в которой постоянно надо к чему-то стремиться и развиваться. Но участники готовы, видно, что очень хорошо подготовились. Вот, и в данном моменте как бы они это все демонстрируют экспертам, а эксперты уже оценивают, а кого-то даже присматривают, судя по опыту прошлых чемпионатов, даже себе на работу. За время проведения соревнований и выполнения заданий ни одно животное не пострадало. Это чемпионат. Для участников возможность приобрести новые знания и опыт. В нем принимают участие лучшие студенты аграрного техникума. Тем временем в пожарно-спасательном колледже Ингушетии соревнуются по компетенциям пожарная безопасность, спасательные работы и правоохранительная деятельность. Заданий немало. К примеру, на этой площадке будущие полицейские по горячим следам изготавливают слепки следов обуви. В соседнем зале работает группа быстрого реагирования. Они надевают специальный костюм с противогазом и демонстрируют навыки сборки и разборки автомата. С заданием успешно справляются и девушки. Мне сложно было, я вроде справилась со всем. Я надевала ОЗК, выполняла неполную разборку и сборку автомата Калашникова, пистолета Макарова и снабжала их магазином. А на улице группа ППС обезвреживает вооруженного преступника. Оружие! Руки вверх! На правое колено! По компетенции правоохранительной деятельности мы работаем по 4 основным модулям. Это порядка 20 заданий. В каждом задании есть конкурсанты, которые проявляют себя лучше, чем остальные. Поэтому будем выявлять сильнейшего для того, чтобы представлять интересы республики на уже чемпионате России. Отдельного внимания заслуживают и спасатели. По легенде, им нужно вызволить пассажиров из автомобиля, который попал в ДТП. За считанные минуты они разбирают легковушку. Свои навыки в тушении огня демонстрируют на скорость и будущие пожарные.
World Skills Russia продлится в республике еще один день. Конкурсанты, показавшие лучший результат, смогут заявить о себе на всероссийском этапе чемпионата. Зелимхан Калуев, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.